25 января средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,27 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,16 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2712 до 10,28 сомони, 1 евро от 11,1699 до 11,30 сомони, 1 российский рубль от 0,1485 до 0,1510 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут. Об этом свидетельствуют данные торгов. Котировки стабилизируются после падения днем ранее почти на 2%. При этом рынки ожидают недельную статистику по запасам нефти в США. Цена на нефть марки Brent составила $86.38 за баррель, марки WTI $80.31 за баррель. Цена на золото в среду утром слабо снижается, оставаясь свыше в $1930 за тройскую унцию. Следует из биржевых котировок. Рынки ожидают статистику по ВВП США. Потребительские цены и тарифы в течение 2022 года выросли в Таджикистане на 4,2%, что на 3,8 процентных пункта ниже по сравнению с показателем 2021 года, сообщает статагентство. Уровень инфляции в минувшем году является наиболее низким с 2014 года, когда он составлял 3,7%. Цены на продовольственные товары в 2022 году выросли на 5,2%, на непродовольственные на 4%, тарифы на платные услуги населения на 1,9%. Власти Таджикистана прогнозировали по итогам 2022 года инфляцию на уровне 6%. На таком же уровне ожидается уровень инфляции в наступившем году. Между тем, Национальный банк Таджикистана определил ряд факторов, которые могут в 2023 году привести к значительному росту потребительских цен и тарифов. В прогнозе денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на 2023 год говорится, что эти факторы главным образом будут возникать из-за внешних потрясений, повышения мировых цен на продовольственную продукцию и горючее. В документе отмечается, что значительная доля товаров на таджикский рынок поступает извне. Одновременно импортируемые продукты в потребительской корзине составляют порядка 60%. Регулятор обещает направить все свои возможности на достижение основной цели, то есть удержание стабильного уровня внутренних цен, используя механизмы и инструменты денежно-кредитной политики. В Душанбе 21 января состоялась встреча руководящего состава авиакомпании Somon Air с делегацией компании Omnipol Чешской Республики. Представители компании Omnipol, владеющие авиазаводом Aircraft Industries, который производит самолеты Л-410, провели для авиакомпании презентацию модификации NG и УВП-Е-20. Было отмечено, что самолет предназначен для коммерческих авиакомпаний. Помимо пассажирской версии, он также может служить грузовым самолетом. Самолет сертифицирован Европейским агентством по авиационной безопасности. Л-410NG является последней модификацией самолета семейства Л-410. Модернизированный самолет имеет улучшенные летные параметры и эксплуатационные характеристики, предлагая передовые технологии и оснащен инновационной авионикой, отметили представители чешской компании. По окончании презентации были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя компаниями. Руководство авиакомпании Somon Air заявило о своей заинтересованности и отметило о необходимости проведения анализа на предмет приобретения нескольких единиц данного типа самолетов. Стороны также пришли к заключению, что продолжат переговоры после предоставления коммерческого предложения со стороны завода-изготовителя. Рынок жилья в Таджикистане продолжает оставаться стабильным. За последние 3 года цены на жилье в республике практически остаются неизменными. Данный факт был заметен на рынке жилья в городе Душанбе. По данным риэлторских центров и рекламных агентств, редкие изменения цен в сторону снижения бывают на вторичном рынке жилья, и в основном это связано с потребностью продавцов жилья в наличности. С 2022 года стабильные цены наблюдаются не только на вторичном рынке жилья, но и в новостройках.
В частности, если 3 года назад стоимость 1 квадратного метра в новостройках в зависимости от района в среднем составляла цена от $400 до $800, то эти показатели сохраняются и сейчас. Практически без изменений остаются цены на вторичном рынке жилья, особенно на окраинах города Душанбе. К примеру, стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет $25 тысяч. Вопросы развития таджикско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере обсуждены накануне 24 января в Астане. Посол Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода встретился с министром энергетики страны пребывания Булатом Акчакуловым. Как сообщили в Департаменте информации МИД Республики Таджикистан, в ходе встречи стороны обсудили текущий уровень и перспективы двухстороннего и многостороннего сотрудничества. В частности, обсуждены вопросы развития сотрудничества в водно-энергетической сфере, экспорта нефти и газа из Казахстана в Таджикистан.